Масштабный капитальный ремонт в доме-интернат был просто необходим. Здесь сегодня живут и проходят реабилитацию почти 20 детей. Для того, чтобы ухаживать за ними, нужны были элементарные условия, которых на объекте просто не было. Капитальный ремонт дома-интерната уже завершен. Оценить качество проделанных работ и пообщаться с коллективом лично приехали глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов и основатель благотворительного фонда «Сафмар» Микаил Гуцериев. На объекте проведен огромный фронт работы. Полностью отремонтировали корпус палатами, кабинеты для медицинских работников, пищеблок, складские помещения и прачечные. Также установили новую мебель и необходимое оборудование. Сейчас у детей есть современные кабинеты для развивающей терапии. Рабочие, не покладая рук, трудились, чтобы создать условия для занятий и проживания. Начали ремонт отсюда. Верите? Вот просто ковырнешь, все сыпется. Ковырнешь, сыпется. Гвоздь забить невозможно. По 2, 3, 4 раза мы переделывали штукатурку. Кирпич, оно где-то, говорят, 70 или 80 лет этому зданию. И вот насколько возможно мы его полностью снутри перекрасывали, шпаклевали. Они были вот в этом корпусе в основном. Вот сейчас мы их вот сюда перевезли. Там будут делать, да? Да, потом мы можем, вот если необходимость есть. Персонал. 16 человек. Может быть, что-то расширить, может быть, этого что-то делать. Поговорите. Основатель благотворительного фонда «Сафмар» Микаил Гуцериев отметил, что в пищеблоке необходимо создать дополнительные условия работы. По его поручению установят еще больше оборудования. Помимо прочего, будет произведен капремонт второго корпуса дома-интерната. Жизнь воспитанников и работа персонала будет максимально комфортной. Для этого приложат все усилия. Умение говорит, значит, деньги, это честь. Да, это честь. Я понимаю, это не значит, что у нас лишние деньги. Но это то место, вот это то место в Троицком, где надо сделать один раз. Воду сделали, канализацию сделали, отопление здесь работает, значит, надо все остальное один раз сделать, кухню, все заменить, более лучшее оборудование, все привести в порядок. И мы еще один раз, может, на Новый год с новогодними подарками детям и коллективу, все мы приедем, мы приедем с подарками, с ручками. Большую работу провели по благоустройству двора-интерната и прилегающей к нему территории. Ее полностью заасфальтировали и уложили тротуарные дорожки. Кроме того, здесь проведен демонтаж брусчатки из старых бордюрных камней. Установлена ограда и ворота, а также новая водонапорная башня и скважина. Отныне проблем с водоснабжением здесь не будет. Условия были очень плохие. Невозможно было просто, как сказать, необходим был косметический ремонт, где-то был необходим капитальный ремонт, где-то были еще, много было нарушений со стороны Роспотребнадзора, в смысле замечаний. Приходилось устранять своими силами все. Полностью удобствуется. Оснащены все санузлы, водоснабжение, теплая, холодная вода. Все рядом с детьми находится. Все сотрудники, все массу ахтуик. Проведение капремонта в доме-интерната для тяжелобольных детей стало возможным благодаря договоренности главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова и основателя благотворительного фонда «Сафмар» Микаила Гуцериева. Корпуса, они были 60-го года постройки. Вот в 2018 году, говорят, 11 миллионов выделили рублей. 11 миллионов это мало, много. Вот, это подвет нашего Министерства труда и социальной защиты. Понимаете, здесь дети, они... больные дети, так скажем, мягко. Поэтому то состояние, которое было, оно само по себе было удручающее. Самое главное, ни канализации, ни воды, ничего, понимаете. И тогда мы с Михаилом Саварбековичем, у нас целый список дел, которых мы там обсуждаем. И я ему говорю, слушай, вот это можно было посмотреть. И вот он потом приехал сам сюда, и мы обсудили эти все вопросы. И вот вы видите, вот корпус великолепно сделан, качественно. И самое главное, там сама по себе водонапорная башня, это с Ростова прям привезли, ее оплатили, установили, 200 метров прочистили все скважины, и вода здесь есть. Вот что такое сделано. Кроме того, вы же видите, здесь прекрасные дороги, значит, при входе. И плитка, и все остальное. Сегодня надо сказать спасибо. Это же благотворительность. А благотворительный фонд «Сафмар», он делает. Вот мы же были там, башни, сейчас поедем в Газа, скажем. Понимаете? Сахдакс, да, я остался.
Сейчас воспитанники дома-интерната получат весь спектр необходимого ухода и терапии. Самое главное, что все условия для этого созданы. Рина Цичоева, Сулейман Костоев, Новости 24.